Махмуд Кашгари – выдающийся деятель уйгурской культуры. Его главный труд «Диван Лугат ат-Тюрк» – словарь тюркских наречий. Махмуд Кашгари родился примерно в 20-х годах XI века. Махмуд женился на Рабии, стремясь воспитать сына, и оставил ему ценные записи. Он учился в столице уйгурского караханитского государства – Кашгаре, в медресе Хамидие, а затем в медресе Шикие, где получил высшее религиозное и культурное образование. В 1058 году, после трагических событий в одном из древних городов, он покинул родину и скитался 16 лет. Путешествовал по Центральной Азии, побывал в Хорезме, Самарканде, Персидском Нишапуре и других известных центрах исламской культуры, общался с учеными. Он также изучал языки тюркских народов Центральной Азии, собирал богатый материал по устной литературе и обычаям. Махмуд углубленно изучал историю и философию ислама. Он владел тюркским, арабским и персидским языками, обладал глубокими знаниями в литературе, истории, географии и этнографии. Согласно воспоминаниям, он был искусным наездником и мастером оружия, что считалось ценным качеством среди уйгуров. О его военной деятельности исторические источники не сохранили записей, но известно, что он был выдающейся личностью. С детства он учился в Кашгаре в медресе Ханлык и в Королевской поэтической академии Золотых Врат, питая глубокое уважение к традиционной культуре своего народа, а также к арабской и персидской литературе. Он считал, что с проникновением новых культур и искусства в тюркскую среду необходимо развивать лучшие традиции языка и культуры. До изгнания он жил в Илийской долине и в районах реки Чу, проводил исследования. После изгнания побывал в Бухаре, Самарканде, Мерве, Нишапуре, встречался с известными учеными. Махмуд Кашгари отличался научной строгостью и новаторским подходом. Он 15 лет путешествовал по землям тюркоязычных народов, тщательно записывая их язык, быт и обычаи. Он говорил: «Я объездил их города и деревни, записал языки тюркских народов, и они навсегда остались в моей памяти». В конце 1060-х годов он прибыл в Багдад, центр исламской культуры, и к 1074 году создал и представил халифу аббасидов Абу Хасану Аль-Мукафи I в мире систематический большой словарь тюркских языков. Этот труд содержит богатый материал по экономике, культуре, истории, философии и литературе тюркских народов уйгурского караханитского государства, а также пословицы, поговорки, стихи и музыкальные произведения. В своей философии он утверждал, что природа находится в постоянном движении и изменении, а время необратимо. Он объяснял явления, такие как молнии и лунные фазы, с научной точки зрения. В этике он призывал к чистоте речи, благородству души, честности, трудолюбию, уважению к науке и знаниям. Осуждал лень, праздность и расточительство, обличал коррупцию чиновников и несправедливую политику. Он считал, что правитель должен управлять страной на основе науки, заботиться о народе и родине, чтобы люди жили спокойно и счастливо. Махмуд Кашгари – выдающийся деятель уйгурской культуры. Его «Диван Лугат ат-Тюрк» – словарь тюркских наречий, был завершен в 1076 году и написан на арабском языке. Эта работа отличается строгой структурой, ясными и лаконичными статьями, красивым и точным словарным запасом, и по праву считается своеобразной энциклопедией о тюрках и родственных народах. Она имеет огромную ценность для изучения географии и этнографии народов Центральной Азии. Для создания словаря тюркских наречий Махмуд Кашгари проявил редкое упорство. В предисловии он писал: «Я обошел все деревни и степи, где жили тюрки, туркмены, агузы, чигили, емоны и кыпчаки. Я запомнил все их диалекты. После долгих исследований и раздумий я изложил их в самой изящной форме и на самом ясном языке». Словарь тюркских наречий дает нам богатые сведения об XI веке, о древних языках и народах, включая уйгуров, о литературных образцах, истории, фольклоре, астрономии, географии, сельском хозяйстве, ремеслах, науке, политике, военном деле и социальной жизни. Здесь есть даже мифы, легенды, детские игры, развлечения и спорт. Эта книга – своеобразная панорама тогдашней Центральной Азии, и часто единственный надежный источник о жизни того времени. В словаре проведено глубокое сравнительное исследование тюркских языков и арабского. Он предвосхитил сравнительное языкознание на 8 столетий, а понимание грамматики тюркских языков достигло высочайшего уровня для того времени. В географическом разделе книги есть собственноручно выполненная карта Центральной Азии времен караханидов. Карта круглая, что показывает, автор уже тогда знал, что Земля – шар. Это было за более чем 400 лет до Магеллана.
Поздние годы Махмуд Кашгари провел на родине, в Кашгаре, работал учителем в Упале. По преданию, в 1092 году он вернулся туда вместе с одной иностранной делегацией, посетившей караханидов, и открыл школу в деревне Моджик у подножия восточной горы Упал. Он прожил там несколько лет. А после смерти был похоронен на вершине горы. Эта гора получила название Хазрети Малам, Святая гора. Площадь мавзолея 1200 метров, позади захоронения его родственников и потомков. В 1984 году мавзолей был отреставрирован, сохранив прежний облик. Он состоит из южной мечети и северного погребального зала. В мемориальном зале выставлены экземпляры словаря тюркских наречий и предметы, связанные с жизнью автора, а также археологические находки. Позади мавзолея есть родник «Золотая вода», текущий вокруг горы. У мечети, под белыми тополями, бьет другой источник, родник мудрости, символизирующий неиссякаемый ум Кашгари, питающий кашгарский оазис и его трудолюбивые и умные народы. Эти тополя, по преданию, он посадил сам. Вся Святая гора утопает в зелени и журчании родников, вызывая у посетителей светлую тоску по ушедшим временам.而且就其对当时突厥语言语法的科学理解极其系统，幸而也都达到了那一时代的最高峰。在突厥语大词典的地理山川部类中，还附有作者自制的喀拉汗王朝疆域中亚地图。地图是圆形的，说明作者当时就已清楚，人类所居住的地球是圆形的这一点就很不简单。作者在地图的注文中说，然后是楚越人、突骑师人样、摩人、维吾尔人。五突厥语大词典对当时的维吾尔族和其他兄弟民族的物质生活有相应的技术。从这些技术中，我们可以对当时的维吾尔人和其他突厥诸族人的物质文化有一定的了解。例如，大词典中介绍了农牧业、手艺方面的许多词汇和各种鸟兽的名称特点。此外，有关手工业的词目、有关城市文化、突厥语大词典收入的有关政权的概念和政权的结构等词汇，如政权等级、统治阶层、品衔、军事制度、战略等也很。西方国家认为证明地球是圆的，人是麦哲伦的环球航行。可是早在他400多年前，就有人已经有这个想法，出现在了突厥语大词典中。马赫穆德喀什噶里画出了喀拉汗王朝疆域与中亚地理图。地图是圆形的，说明作者当时就已清楚人类所居住的地球是圆形的。晚年的马赫穆德喀什噶里回到故乡喀什噶尔，在乌帕尔担负经文教师职务，并在这里去世。据民间传说，1092年，马赫穆德喀什噶里曾随一个访问喀拉汗王朝的外国祭团返回故乡喀什噶尔存金乌帕尔东山脚下的毛记木之格村，开办了一所中馆，度过了几年的教书生涯。死后被安葬在高出地面川米的乌帕尔山顶之上。为了缅怀这位不公的学者，这座小山被人们称为海泽里提毛拉木圣人山。陵园占地达1200平方米。陵园背后还有这位伟大学者的亲属及后裔们的墓葬群。1984年8月，对这一省重点文物保护单位国家新建的马赫穆德喀什噶里陵园保持旧有规模。登着上山的台阶，坐北朝南的陵园分外肃穆庄严，以米黄色雕花墙壁为主调，分正门的礼拜寺与北部的墓室2部分。在纪念馆里陈列着突厥语大词典及其与作者生平有关的文物书籍，其他还有不少附近出土的文物。陵园背后有一眼金水泉，清流潺潺蜿蜒绕山一周而下。陵园清真寺门前的几株白杨树下，又有一泉号称智慧泉，似乎让人千年之后还看到这位智者的才思如泉而涌，滋润着喀什噶尔绿洲，哺育出勤劳智慧的喀什噶尔各族人民。智慧泉边的几株白杨崎岖粗壮树龄已有好几百年，相传为马赫穆德喀什噶里生前亲手所在。圣人山上到处绿叶婆娑，清泉环绕，足令人涌起思古怀人之幽情。